Самолет МиГ-15 БИС. На таком же казанский летчик Рабис Валеев и летел в июне 1955 года. Он поднялся в воздух в 9:45 утра. Полет был вблизи Архангельска, но на высоте 11 тысяч метров отказал двигатель. На высоте 2000 метров пытался запустить двигатель в 3-й раз, но получил приказание руководителя оставить самолет катапультированием. Предполагается, что летчик опустился на воду или на сильно заболоченную местность и погиб. Обломки истребителя, которым управлял Рабис Валеев, нашли в 50 километрах от Архангельска. Самолет упал на болотистую местность. Уже современные эксперты-летчики скажут, пилот мог остаться жив, но его не смогли найти вовремя. Только приблизительно искали по маршруту. При такой обстановке он мог вполне отклониться. Так как большинство полета шло по морю, то искали в море. В 1955 году приказом Валеева объявили погибшим. На тот момент у летчика в Казани остались жена Розалина Валеева и мама Тайба Валеева. Жили они по улице Вишневского. По архивным данным Министерства обороны, супруга и мать летчика Рабиса Валеева проживали в Казани по адресу улица Вишневского, дом 11/2. Сейчас здесь два совершенно разных здания. Первое – это по Академической улице, вторая – это новостройка по улице Вишневского, дом 11. Старый адрес остался актуальным лишь для 1955 года. Сейчас архангельские поисковики ищут родственников пилота. Мы обратились в военкомат и Совет ветеранов. Пока никакой информации. Всех, кто обладает данными о близких Валеева, могут об этом сообщить, написав поисковикам или позвонив в нашу редакцию. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.